Возможно, драка между столичными милиционерами осталась бы незамеченной, если бы не одно «но». Оперуполномоченные подрались прямо в служебном кабинете Первомайского РУВД Бишкека. Один старший оперуполномоченный, другой в звании капитана. У последнего при обращении за медицинской помощью зафиксирован ряд переломов и травм. Конфликт случился между двумя сотрудниками, а начальник отдела еще не вышел с отпуска, поэтому комментарии дать не можем. Известно, что инцидент произошел 2 недели назад. За что оперативник службы по противодействию экстремизму напал на капитана милиции, не сообщается. Однако за нарушение дисциплины и этики милиционеров теперь намерены уволить из органов внутренних дел. Об этом заявили в ГУВД Бишкека. Кроме того, этот случай просто так не оставят, отметили в столичной милиции. Все материалы по факту драки передадут надзорному органу, где рассмотрят ответственность обоих участников драки, и нападавшего сотрудника УВД, и защищавшегося. Один из сотрудников обратился в больницу с различными травмами, сотрясением головного мозга и различные травмы на теле. По данному факту было проведено служебное расследование, и по результатам которого было вынесено решение об увольнении из органов внутренних дел за нарушение этики сотрудников милиции, также нарушение служебной дисциплины. И в связи с тем, что данный инцидент сказывается на имидже милиции. В этом месяце неэтичным поведением отличились и правоохранители на юге республики. В УВД Ошской области драка произошла между капитаном и полковником. Начальник службы криминальной милиции был госпитализирован в челюстно-лицевое отделение больницы. Недавно стали известны подробности его избиения. Оказалось, что подчиненный обиделся на полковника за то, что тот его публично отчитал за низкие показатели раскрываемости преступлений. Ну а после собрания, затаивший личную обиду милиционер, зашел к своему шефу и пустил в ход кулаки. Завязалась драка. Теперь же возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». В ближайшее время мы намерены поднимать тему подобных случаев на встречах с депутатами. Это же позор. Получается, что те, кто должен защищать нас с вами от рукоприкладства, физического насилия, сами же затевают драку прямо на рабочем месте. Что может подумать об этом общественность? Ничего хорошего. Будут бояться милицию, потому что некоторые сотрудники в своей среде не оказывают должного уважения ни к коллегам, ни к нормам поведения. Начальник избивает своего подчиненного, а подчиненный бьет своего начальника. Как такое вообще может быть в органах милиции? Наметилась очень тревожная тенденция. Какое наказание, кроме увольнения из органов, грозит блюстителям порядка, грубо нарушившим служебную дисциплину, пока сказать трудно. Все будет зависеть от итогов следствия в этих двух случаях. Отметим, что по последним официальным данным с начала года в отношении милиционеров было заведено 27 уголовных дел. По отрицательным мотивам уволено более 80 сотрудников. Еще порядка 100 правоохранителей освободили от занимаемых должностей. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбеков, Алтынбек Каныбекулу, НТС.